Тарифы на коммунальные услуги не менялись последние 1,5 года. Индексация запланирована на 1 июля 2024 года. В некоторых районах или городах Коми рост тарифов будет отличаться, но в пределах четких границ, которые определены правительством страны для каждого региона. Мы всегда в Республике Коми идем по минимальной границе. Электрическая энергия у нас увеличится порядка 9%. Я говорю сейчас о приростах. Тепловая энергия у нас увеличится на 13,5%. Это причем я называю максимальную величину роста. Для отдельных потребителей роста тарифов на тепловую энергию у нас не будет, потому что тарифы на тепловую энергию будут заморожены для тех граждан, у которых тарифы выше средних, соответственно, и будут сохранены на прежнем уровне. На услуги водоснабжения, водоотведения мы также ожидаем рост до 13,5%. На услуги газоснабжения, рост у нас ожидается в пределах 11%. Услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами у нас вырастут на 3% с небольшим. Тариф на теплоэнергию заморожен для сельских районов Коми, где расходы жителей на отопление уже высокие. Чтобы снизить финансовую нагрузку, правительство Коми по поручению главы региона возмещает расходы ресурсоснабжающим организациям из бюджета республики. В прошлом году сумма превысила 5 миллиардов, и затраты снова выросли. Увеличился МРОТ, подорожало топливо, ремонтные работы. Тарифы на тепловую энергию в сельских населенных пунктах, они выше, чем в городе. И здесь есть у нас объективные обстоятельства вот для такой ситуации. Чем характеризуются у нас сельские активы? Это маломощные котельные, удаленные достаточно друг от друга, большое транспортное плечо, маленький полезный отпуск. Поэтому, конечно же, в сельской местности тариф он выше, чем в городе. Задали вопросы и жители дачных поселков. За вывоз твердых коммунальных отходов садоводческие товарищества платить могут по нормативу потребления или по количеству установленных контейнеров. Комитет по тарифам рекомендует второй способ – оборудовать площадку и внести контейнер в соответствующий реестр. Тариф на электроэнергию для проживающих на территории СНТ с понижающим коэффициентом. Но есть вопросы по распределению общих расходов за электричество. Мы в этом году сталкивались с такими проблемами, что многие председатели садоводческих обществ применяют неутвержденные тарифы, которые отражены в наших приказах, а включают в них дополнительные расходы, связанные с содержанием вот такого имущества на территории СНТ. Чтобы избежать вот этой ситуации, граждане могут посмотреть утвержденные нами тарифы в приказах и в случае обнаружения факта, что тариф не соответствует утвержденным комитетам, обратиться в комитет для принятия соответствующих мер реагирования. Обращаться в комитет по тарифам Анна Тюрнина советует и по вопросам покупки твердого топлива по льготной цене. В ведомстве работает горячая линия. Но в первую очередь, если нужны дрова, пелеты или брикеты, обратиться житель должен в администрацию муниципалитета. В администрациях муниципального образования вот есть эти реестры поставщиков. Коллеги порекомендуют надежного поставщика твердого топлива, которому установлены экономически обоснованные цены. И, соответственно, гражданин, получив справку расчет, обращается к такому поставщику и получает твердое топливо по льготной цене. Возможно, здесь гражданин нашел в интернете или каким-то иным способом поставщика твердого топлива, и возникла такая ситуация. Сельчане Кайгородского и Удырского районов переживали, что останутся без голубого топлива. Поставщик уведомил о прекращении поставок сжиженного газа в баллонах и резервуарных установках. Вопрос взял на контроль глава Коми. Прошли переговоры, вопрос решен. Газ у жителей будет. Сейчас правительство ищет альтернативных поставщиков для исключения подобных ситуаций. Ольга Коняева, телеканал Юрган.